Коми полицейские по горячим следам раскрыли несколько краж. В Инте нечистая на руку женщина решила похитить содержимое чужого кошелька. В Сыктывкаре вор-рецидивист хотел продать электросамокат с парковки проката. Еще два жителя столицы по пьяной лавочке взломали чужой баллок и вынесли из него все, что влезло в руки. О том, как любители легкой наживы потерпели фиаско, знает Иван Перечевский. 15 мая в Сыктывкаре запустили проект кикшеринга – прокат электросамокатов через мобильное приложение. Такое ноу-хау оценили не только добропорядочные горожане. Свободный, почти бесконтрольный доступ к технике вскоре не мог не привлечь злоумышленников. В полицию обратился предприниматель и заявил об угоне прокатного оборудования стоимостью 52 тысячи рублей. Подозреваемого зафиксировали камеру уличного наблюдения. Поскольку каждый электросамокат оборудован системой GPS, вычислить его примерное нахождение труда не составило. Экипаж ППС выехал на поиски в указанный квадрат. Прибыв на место и ориентируясь на навигатор, стражи порядка провели поквартирный обход нескольких домов по улице Советской. В результате проведенных мероприятий личность и место жительства злоумышленника были установлены. Похитителем оказался ранее судимый житель столицы 1972 года рождения. Мужчина был задержан по адресу проживания. В деле он пояснил, что умысел о похищении у него возник спонтанно. Подозреваемый увидел на улице ничем не закрепленный самокат и посчитал, что он находится в свободном доступе. Мужчина планировал перепродать ворованный самокат, но просто не успел. За это преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы. Еще одну кражу столичные полицейские раскрыли накануне. В дежурную часть обратился мужчина и сообщил о том, что кто-то взломал его баллок по улице Морозова и похитил оттуда горнолыжное снаряжение, газонокосилку, удочки и снасти. Ущерб превысил 60 тысяч рублей. Вскоре сыщики вышли на след подозреваемых. Двое молодых людей, один из них учится в колледже, второй сам не местный, не учится, проживает на Парковой, работает неофициально. А что толкнуло на преступление, не говорили? Распивали алкоголь на ЖД-путях. В ходе алкогольного опьянения увидели баллок, решили проникнуть путем повреждения окна. Поскольку молодые люди ранее никогда не имели проблем с законом и в целом характеризуются положительно, до суда их отпустили под подписку о невыезде. За групповую кражу с причинением значительного ущерба им грозит до 5 лет колонии. Еще одно преступление полицейские раскрыли в Инте. В дежурную часть обратился юноша и заявил о пропаже денег из кошелька. Потерпевший пояснил, что при посещении банка он выронил бумажник и, не заметив пропажу, покинул финансовое учреждение. Вернувшись обратно, житель Инты обнаружил пустой кошелек. Полицейские, просмотрев запись с видеокамер, установленных в банке, на кадрах заметили, что молодой человек оставил бумажник на диване в зоне ожидания. Спустя некоторое время на софу присела женщина. Обнаружив забытый портмоне, злоумышленница присвоила себе 22 тысячи рублей, а пустой кошелек передала консультанту. Подозреваемую вскоре установили. При задержании женщина пыталась спрятать похищенные деньги. Ранее несудимую интинку могут лишить свободы сроком до 5 лет.